Зрителей с 17:00. Сказал, вход зрителей с 17. Да. Ну, мы просто говорили про начало в разные Я говорю, начало в 19, а зрители будут запускать в 17 часов. Хорошо. Всех ждем на нашем грандиозном мероприятии 10-й юбилейной церемонии вручения национальной музыкальной премии. Купить билет и всю подробную информацию можно найти на сайте наше.ру. Александр Бог, Таня Борисова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио. Национальная служба новостей. Новости не знают границ. В студии Наталья Шатова. Здравствуйте. Сбербанк может лишиться статуса единственного выплачивающего пенсии представителям силовых ведомств. Недовольство таким положением дел выразили крупнейшие финансово-кредитные учреждения страны, среди которых Газпромбанк, ВТБ и Россельхозбанк. Как отмечает сайт nsn.fm, Минфин поддержал идею отбирать банки по принципу нахождения под прямым или косвенным контролем государства или Центробанка. По данным новостного агрегатора СМИ-2, главное сообщение час о том, что в Минэкономразвитии и Минфине решили сделать расчеты более прозрачными. Ведомство обсуждает идею запрета выплачивать зарплату наличными, а также рассматривает возможность ограничить оплату наличными крупных покупок, в том числе автомобилей и квартир. Но, как отмечают ведомости, чиновники не пришли к единому мнению о цене отсечения. При этом некоторые из обсуждаемых идей могут быть включены в план правительства по повышению темпов роста экономики на 2018-2024 годы. Комиссия Госдумы по этике проведет проверку в отношении депутата «Единой России» Виталия Милонова из-за его резкого высказывания в адрес противников передачи Исаакиевского собора в собственность Русской Православной Церкви. Зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный заявил НСМ, что нужно дождаться результатов, прежде чем говорить о наказании. Результаты комиссии, какие они могут быть, это никому не известно, поскольку комиссия должна принять соответствующее решение. Есть основания или нет оснований. И по результатам будет принято решение. Если нет оснований, то никакого, соответственно, реагирования не будет. Если будет принято решение, что есть основания, то комиссия может попросить принести адекватные публичные извинения. По итогам разбирательства депутаты Милонова могут наказать лишением голоса. После пресного хода в Санкт-Петербурге в поддержку передачи Исаакиевского собора Милонов заявил, что, цитата, «христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника, это депутаты в Заксобрании, организаторы акции протеста против передачи собора церкви, варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям». Конец цитаты. Строительство московской подземки идет рекордными темпами. В ближайшие 2 года власти обещают открытие еще 30 новых станций. В Беломорском, например, на севере столицы возводят по уникальной технологии вдавливания грунта. Такой метод позволяет не тревожить лишним шумом жителей